Саламашу Лошадготы. Приветствую вас, друзья, подписчики нашего YouTube канала Зорба. Данный материал будет связан с темой нашего сегодняшнего выезда в Республику Дагестан, куда мы направляемся по приглашению нашего большого друга, многогранного и талантливого художника Алимпаши Жамалдинова. О Жамалдинове Алимпаше в течение 2021 года я написал целый цикл публикаций на своей странице Facebook, в которых подробно рассказывалось о жизни и творческой деятельности этого талантливого, многогранного дагестанского художника из чеченцев, известного не только в Республике Дагестан и Чеченской Республике, но и далеко за пределами. В этих материалах я еще представил и несколько десяток великолепных художественных композиций, написанных им в разное время и по разной тематике. В тех же публикациях я также сообщал и о том, что в книжном издании рукописи Жахот Антептер, готовящейся нами для печати на чеченском языке, будут применены и несколько художественных иллюстраций, исполненных Алимпашой Жамалдиновым. Конечно же, центральное место среди них должна занять картина под названием «Теманг Эмг» по-чеченски «Со своей воинской дружиной, 16 век». Вот в данной композиции сюжет, и сама композиция, она является идея этого сюжета принадлежит художнику. В ней ставится задача визуализировать и реконструировать изображение видного политического и государственного деятеля, чеченского деятеля XVI века из тайпового общества Тумсой, которого звали Теманг, в сокращенной версии ТЭМГ. Имя это имеет вполне понятную семантику, состоит из двух корневых основ, это для ясности. Теман – это война, воинская, воинское сословие или воинская родовая ветка. В основе этого имени лежит вот такой смысл. То есть мы поставили задачу составить собирательный портрет этого исторического персонажа, основывающийся на различных свидетельствах, а также наших фамильных и родовых преданиях о том, как Теманг выглядел внешне. В качестве дополнения к вопросу отметим также, что Темангу посвящена одна из глав средневековой рукописи Жахот Антептер. Сама эта композиция художником была завершена еще в прошлом году, ровно год назад, можно смело сказать, ровно год назад была завершена работа в основном. Но имелись кое-какие соображения по поводу некоторых деталей выражения лица, обмундирования и, других моментов художественного образа, что в течение этих последних месяцев художником дорабатывалось. Сейчас картина полностью готова, она утверждена нами, и сегодня художник намерен эту готовую работу мне передать. Дело в том, что данная композиция, как уже я сейчас упомянул выше, должна найти свое место в качестве иллюстрации к рукописи Жахот Антептер в книжном издании. И само полотно, естественно, пополнит мою коллекцию картин. Сейчас мы доедем, проведем нашу встречу и подведем потом итоги. Мы намерены также сделать небольшой экскурс по работе
Эта картина называется «Клятва на родовом котле». Ага. Они клянутся, братья. Ага. На родовом котле клянутся они. Это я сделал военный грозный и современный, который из этой руины растет. Ага. Эта работа называется Бено Йопто. Sunai jäzdindus идисер. Беноевский. Он сделал из... Там и притча такая. Мол, он если здесь столько убил, то русских... Дечк юг из дон. Дечктоп. Деревянная пушка. Биноевская пушка. Так. Это я сделал как бы свою дорогу. Ага. Вот черная полоса, белая полоса, подъем, спуск. Ага. Где-то и темные дни были, и светлые дни были. Я прошел 60. Да, нет, это мой 64 километра там. А сколько осталось? Твой жизненный путь, одним словом. Да, это о тебе. А Автобиографическая. Это Бог его знает. Ага. Ну это ведает только Аллах. Да. Ага. Хара? Была же женщина, как ее? Дади Эйбик? Таймас Хагихиева. Таймас Хагихинская. Она. В общем... Это я назвал... Это внуки прошли, бабушки и дедушки с города, городские. Ага. Ага. В общем, Деда Волч. Это просто горец. А это мы уже представляли. Я в своих публикациях показывал. Вот эту композицию. Это я видел, как я возвращался с Грозного. Гаш, зиарка ваш Марс, сзади жена такая, или она бездетная, муж впереди. Ага. Ты запечатлел вот увиденное. Вот эту работу как ты называешь? Вот эту больше. Мягкел. Да, это вот как бы съезд войны Ахмади, это оратор выступает, наверное, да? Вот там, может, вот где-то враг вторгся, они решают. Ага, призыв, там, обращение. Так. Эта работа называется «Битва на реке Валерик». Я не знаю, может, и удался он мне, может, не знаю. Ну, я так его запечатлел. Очень реалистично. Вот этот момент. Русские, да, баталийная композиция. Превосходная работа. Превосходная работа. Я не смог отвезти домой. Эту картину я назвал «Горцы в засаде». Горцы в засаде. В засаде, вот. Ага. Карательные русские едут в горы, уничтожать под прикрытием лимона или кого-то. Вот. Используя горный выступ, рельеф, они ведут оборонительные боевые действия. Был такой Термулаш, предводитель Чечни. Да. Он устанавливал Бусурмдин Билшев. Ага. И Барвин, он без головы, кто не подчинялся, он без головы вот это вешал. Вот по времени, какому периоду, какой? Я не могу это сказать. Ну, где-то, наверное, все-таки 16-17 век. Может, раньше. Ага. Шейх, вот Верса, шейх был. Ага. Он с детства был такой замкнутый парнишка, он сам игрался, все время ходил. Тоже тема принятия ислама. Да, он чеченцами. Да. И как-то, гуляя по лесу, он наткнулся на раненого волка. Ага. Он выходил его, и они подружились. И вместе они гуляя, как-то он на опушке леса, он встретил всем седобородых, шурука, старцев. И вот эти старцы наказ дали ему, как бы, чтобы он распространил мусульманство. И вот этот момент я показал. Ага, запечатлил вот этот момент, согласно вот этого исторического предания. Да. Вот эту картину я назвал
тоже, видимо... Шамиль, это слева группа Шамиля, они сдаются. Ага. Плен идут, а Байсангур сейчас с этим Горской будет прорываться, там гореть будет. А это вот этот момент принятия Шамилем решения? Да, вот этот момент. Ага. Я просто БДК назвал. Ну, я же говорю, у меня основные работы дома там. Это мы это я проведем. Видел. Это на кладбище. Да, это действительно были крупные сироты. Как-то она мне не нравится, она не удалась мне. Матери не было, отца не было, Белмана не было. Это на реальном основании, да, видимо, да? Вот была такая семья. Да. Вот эту картину я назвал «Неудачный набег». Работы авторские. Вот эту картину я назвал «Мухаджиры». Мухаджиры, да? Целым селом они выезжают. Османскую империю. Да, Турцию. Да, в Турцию. Целым селом. Да, эта картина... Тоже тема историческая, так? Это уже наш быт. Да, Мархабов, Ураза Байрам. Ага, Ураза Марадастер. Марадастер. Мажаллах. Вот, Харадуч Оса, такой эпический. Еще раз название. Эта картина называется «Последний бой Хаджи Мурата». Последний бой Хаджи Мурата. Да, по повести Толстого. Вот он последний. Вот сейчас он умрет, здесь его убьют. Ага. Эта картина Абрек Залимхан. Абрек? Залимхан. Зелимхан. Ага. Да. Вот здесь я хотел показать его тяжелую судьбу. Ага. Его выражение, да, лица? Или вот... Вот это дерево, которое сзади растет, среди камней, вот этот засуха, холод, все, она переносит. Это образ его жизни, его выживания, его борьба вот как бы олицетворяется, да? Вот. Единственный друг его, конь, вот сзади видно. Ага. И винтовка. Приученный конь. Ну, эту картину я не знаю, я не могу. Я его и не выставлял никогда. Она называется «История войнахов», начиная с древнего Урарту, Хуриты, все вот это возрождение, как бы. Я здесь хотел всю историю отразить, выселение. Ну, короче, все хотел я отразить. Как и ожидалось, наша встреча оказалась плодотворной, очень интересной, содержательной. Все вопросы, которые мы запланировали на эту встречу, мы обсудили. Очень приятно провели время. Алим Паша поделился с нами со своими творческими планами, продемонстрировал свои работы. К сожалению, в этой художественной мастерской, кстати, художественная мастерская Алим Паши находится в городе Хасавюрт, в комплексе спортивного интерната. Здесь он занимается своим творчеством. К сожалению, здесь у него находится лишь самая малая часть его картин. В основном его картины находятся в другом месте, а здесь у него размещены полотна больших размеров. Вот о некоторых, по крайней мере, из них он нам очень интересно рассказал. Мы это попытались зафиксировать и записать. Эти материалы все мы включим хотя бы в краткой версии в наш репортаж о данной поездке. Нашу картину Теманг Тэмг со своей воинской дружиной 16 век автор передал мне, за что ему огромное спасибо. Я очень признателен Алим Паше и хочу еще раз сказать, что он не только в общем, изобразил портрет исторической личности, в то же время он внес большую лепту, по моим суждениям и представлениям, в историческую науку.
историю чеченцев тем самым, что визуализировал одну из страниц нашей прошлой истории, по крайней мере, запечатлел историческую личность и эпоху XVI века. Хочу пожелать огромных творческих успехов и пожелать здоровья и всего самого доброго. Еще раз Алим-Паше искренне ему благодарен за его участие, за его помощь, за его огромный подарок в нашей деятельности, в моих скромных усилиях. Это большая поддержка.